Привет всем, добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Представьте себе вечер, когда небо кажется сияющим ярче обычного. Свет софитов, блеск вспышек камер и гул аплодисментов сливаются в единую гармонию, наполняя воздух. Именно такая атмосфера окутывала церемонию Jupiter Awards 2025. Величественную сцену, где лучшие звезды Азии собрались, чтобы отпраздновать творчество, преданность и мечты, воплощенные через музыку. Но среди тысяч лиц, взглядов и громких имен был один человек, сиявший в тот вечер немного ярче остальных. Артист, известный не только своим теплым голосом, но и изяществом, харизмой, которую трудно описать словами. Художник, чье присутствие всегда меняет атмосферу. Ким Тэ-хён, более известный как V из BTS. Этот вечер был не просто церемонией награждения. Это было празднование долгого пути, который он прошел с того самого дня, как впервые предстал перед миром как артист. Каждый шаг, каждая песня, каждая визуальная работа, созданная им, будто несли частичку его самого, самую искреннюю, самую честную. И теперь этот путь привел его к одному из величайших достижений в его сольной карьере. Когда миллионы голосов были отправлены, когда поклонники со всего мира собрались в едином цифровом пространстве, чтобы дать ему свою надежду и поддержку, и когда имя Тэ-хёна прозвучало под сводами величественного зала, все понимали – это не просто победа. Это победа, написанная временем, преданностью и любовью миллионов сердец, которые в него верят. Добро пожаловать на V-Squad TV, и вот история одной из самых исторических ночей в пути художника, покорившего мир своей нежностью и искренностью, Ким Тэ-хёна. V из BTS снова вошел в историю, одержав победу в номинации «Лучший мужской артист года» на Jupiter Awards 2025. В этот вечер, наполненный светом, блеском прожекторов и энергией, разлившейся по всей Азии, имя Ким Тэ-хёна вновь потрясло международную музыкальную сцену. Jupiter Music Awards в этом году стали доказательством того, что его обаяние и влияние не просто сохранились, они продолжают расти, достигая новых высот. В главном зале, где проходило мероприятие, зрители заполнили свои места в ожидании, которое почти можно было ощутить физически. Поклонники, журналисты, музыкальные продюсеры и руководители индустрии затаили дыхание, ожидая объявления победителя в номинации «Лучший мужской артист года». Никто не предполагал, что именно эта категория станет одним из самых эмоциональных моментов в истории Jupiter Awards. Когда имя Тэ-хёна было объявлено победителем, зал взорвался оглушительными аплодисментами. Свет прожекторов озарил его лицо, полное удивления, но спокойное, с той самой элегантной аурой, которая давно стала его отличительной чертой. Под оглушительные крики поддержки армии со всего мира разделяли этот триумф. Эта премия входила в категорию AM55M, где соревновались крупнейшие артисты из разных стран Азии, но Тэ-хён смог занять первое место, набрав более 1,7 миллиона голосов, результат участия свыше 600 тысяч поклонников, отдавших в общей сложности около 30 миллионов голосов. Jupiter Awards, организованный Asian Television Awards, один из самых престижных музыкальных фестивалей, отмечающих лучших артистов Азии. Победа Тэ-хёна не просто его личное достижение. Это отражение того, как его сольные работы, начиная с выхода альбома Layover 2 года назад, продолжают трогать сердца людей по всему миру. С момента дебюта Layover в 2023-м Тэ-хён демонстрирует художественную последовательность, которую редко можно увидеть у сольных исполнителей из популярных групп. Его теплый голос, изысканный стиль и экспериментальный, но глубоко человечный подход сделали его особой фигурой в мировой музыкальной индустрии. Его растущая популярность неотделима и от общего влияния BTS. Несмотря на сольные проекты и обязательства каждого участника, их сила как группы остается несравненной.
И 4 победы участников BTS на Jupiter Awards в этом году – очередное тому доказательство. Помимо Тэхёна, Джин получил награду за лучшее музыкальное видео года с эмоциональной песней «I'll Be There», известной своими интимными визуальными элементами и глубоким повествованием о пути человека к просветлению после тяжелых времен. Джимин победил в номинации «Лучшая песня года» с треком «Who», глобальным феноменом, прославившимся своей мелодией и эмоциональной интерпретацией. Тем временем Чонгкук вновь продемонстрировал свой универсализм, выиграв награду «Лучшее сотрудничество года» с песней «Too Much» вместе с The Kid Laroi и Central C, ставшей хитом как в Азии, так и на Западе. Общий успех BTS показывает, несмотря на изменения времени и музыкальных тенденций, они все еще находятся в центре внимания азиатской поп-индустрии, а индивидуальные достижения участников только усиливают наследие группы. Возвращаясь к Тэхёну, момент, когда он поднялся на сцену за наградой, выглядел как сцена из музыкального фильма. Он держал микрофон с мягкой улыбкой, полной благодарности, и произнес искреннюю и скромную речь. Он поблагодарил поклонников за неизменную поддержку, заметив с волнением, что каждый шаг его сольной карьеры ощущается как путь, который он проходит вместе со своими слушателями. Помимо поклонников, Тэхён выразил признательность продюсерам, визуальным артистам, фотографам и музыкантам, которые помогли сформировать его уникальный художественный стиль. Сочетание классики и современности делает его не просто певцом с бархатным баритона, но и модной иконой и визуальным рассказчиком. После получения награды камеры уловили момент, когда Тэхён, сидя в кресле, выглядел одновременно счастливым и облегченным, принимая поздравления от других артистов. А за пределами зала поклонники, следившие за прямой трансляцией, не менее бурно праздновали. Социальные сети мгновенно заполнились хэштегами, фанартом и монтажами этого исторического момента. Многие музыкальные аналитики Азии называют победу Тэхёна признаком смещения вкусов аудитории в сторону джазово-соулового звучания. «Layover» признан одним из самых эстетичных и эмоциональных альбомов последних лет. Другие критики считают его успех вершиной упорства и последовательности, несмотря на плотный график и личные вызовы. Празднование продолжалось и внутри индустрии. Источники сообщают, что участники BTS обменялись поздравлениями после объявления побед каждого из них. Многие фанаты уверены, их будущее воссоединенный камбэк станет одним из самых значимых событий в истории музыки. Сам Тэхён остается скромным. Он говорит, что любая награда имеет смысл только тогда, когда она разделена с поклонниками, позиция, которая вызывает еще больше уважения. Аналитики отмечают, что его сольный путь доказывает, что он не просто часть легендарной группы, но истинный художник, обогащающий индустрию своим уникальным характером. После этой победы медиа начали активно обсуждать возможный новый музыкальный проект Тэхёна в следующем году. Предполагается, что он продолжит художественные эксперименты, включая акустику, кинематографичные визуалы и интроспективные тексты. Поклонники ждут с нетерпением, ведь каждый его проект приносит особое эстетическое переживание. Это достижение оказало огромное влияние и на глобальное сообщество армии, вновь объединив их общим чувством гордости. В конце концов, этот вечер был не столько о трофее, сколько о долгом пути артиста, который доказал, что элегантность, искренность и преданность могут привести к вершине, не лишая человека его индивидуальности. Когда сцена потемнела и огни начали гаснуть, в воздухе осталась одна вещь – чувство, что мы стали свидетелями чего-то большего, чем просто вручение наград. Сегодняшний вечер – доказательство того, что путь артиста может касаться множества сердец, даже когда он стоит один на огромной сцене с микрофоном в руках. Победа Тэхёна на Jupiter Awards не о количестве голосов, не о статистике и не о направленных на него камерах. Это история о долгом пути артиста, который выбрал быть верным собственному звучанию, несмотря на меняющийся мир. Это о смелости оставаться мягким, поэтичным, теплым, в индустрии, где царят жесткость и конкуренция. Он показал, что красота не всегда кричит, иногда она появляется в самом честном шепоте.
И именно поэтому так много людей чувствуют с ним связь. Его музыка — приглашение почувствовать, остановиться, взглянуть на мир мягче. И сегодня его награда — всего лишь маленькое зеркало огромного влияния, которое он оказал на миллионы людей. Для его поклонников этот момент не просто повод для гордости. Это напоминание, что путь, пройденный сердцем, всегда находит дорогу к свету. А для самого Тэхёна это, возможно, не вершина, а лишь начало нового, более масштабного, смелого и личного этапа. Спасибо, что были с нами. Следите за Visquad TV, чтобы узнавать новые истории из мира корейского шоу-бизнеса и о невероятных путешествиях артистов, которые вдохновляют. До встречи в следующем видео и, как всегда, поддерживайте, верьте и оставайтесь рядом на каждом шаге их пути.